Здравствуйте, уважаемые коллеги! Сегодня тема нашей встречи – деятельность публичных центров правовой информации по повышению правовой культуры населения, предоставление правовой информации на официальном портале опубликования нормативно-правовых актов. В условиях формирования социально-правового государства и гражданского общества существует необходимость повышения правовой культуры и развития правосознания населения Российской Федерации в целом и в Удмуртской Республике в частности. Решение этой проблемы заключается в организации свободного доступа граждан к правовой, нормативной, социально значимой информации федерального, регионального и местного уровней. Что же такое правовая культура? Это система ценностей, правовых идей, убеждений, навыков и стереотипов поведения, правовых традиций, принятых членами определенной общности и используемых для регулирования их деятельности. В чем же заключается социальная миссия библиотеки по работе в этом направлении? Социальная миссия библиотеки по повышению правовой культуры населения заключается в создании необходимых условий для свободного доступа граждан к традиционным и электронным правовым ресурсам, максимально полное удовлетворение информационно-правовых потребностей населения, в организации и проведении мероприятий, способствующих повышению правовой грамотности и формированию правовой культуры. Хочу сказать, что библиотеки всегда занимались этим направлением, с нас всегда это спрашивали и всегда просили отчета о такого рода деятельности. В настоящее время самыми распространенными точками доступа к правовой и иной социально значимой информации остаются публичные центры правовой информации ПЦПИ и центры общественного доступа к официальным сайтам органов власти и государственным услугам, предоставляемым в электронном виде ЦОД, созданные на базе библиотек республики. В Удмуртской республике осуществляют свою деятельность 42 публичных центра правовой информации и 97 центров общественного доступа. ЦПИ предоставляют доступ к правовым информационно-поисковым системам, проводят мероприятия по правовому просвещению, ведут справочное информационное обслуживание пользователей, оказывают консультацию по поиску документов. Ресурсное обеспечение центров – это база данных законодательства России, доступ к этой базе в онлайн-режиме по адресу право.gov.ru. Информационно-поисковые системы «Консультант Плюс», «Гарант», интернет-сайты органов государственной власти и тематические сайты по вопросам различных отраслей права. Во многих ЦПИ формируется ресурс нормативно-правовых актов органов местного самоуправления. Все центры обеспечены компьютерным оборудованием и имеют доступ к сети интернет. Обслуживание пользователей ЦПИ в республике ведется как с применением электронных технологий, это интернет-обслуживание и доступ к электронным базам данных в локальном режиме, так и с использованием традиционных форм, это выдача печатных изданий, документов, формирование стендов и выставок документов по правовой тематике. За 12 месяцев 2019 года в ПЦПИ республики обратилось более 12 700 жителей республики. Зафиксировано более 62 400 посещений. Специалистами ПЦПИ выполнено почти 18 тысяч справок, документовыдача составила более 83 600 документов, в том числе более 48 тысяч электронных изданий. Все центры активно ведут работу по обучению и консультированию пользователей. В виде таблицы показателей статистические данные выглядят так. На семинарах и практикумах слушатели знакомятся с информационно-правовыми ресурсами ЦПИ, приобретают навыки поиска информации в электронных ИПС законодательства России, «Консультант Плюс», «Гарант», получают информацию о ресурсах и онлайн-сервисах сети интернет,
осваивают алгоритм поиска информации на федеральном, региональном и муниципальных порталах и сайтах государственных услуг, учатся заказывать и получать государственные услуги в режиме онлайн. В ряде библиотек обучение пользователей проводится в виде цикла мероприятий. Во всех центрах проводятся мероприятия различных форм: книжные выставки по правовой тематике, дни информации, часы информации, месячники и декады правовых знаний для учащихся старших классов, деловые интеллектуальные игры. Организуются встречи с представителями органов местного самоуправления и практикующими специалистами. В ряде библиотек организованы площадки для проведения юридических консультаций. С целью доведения до населения информации о деятельности ПЦПИ и ЦОД функционирует единый информационный портал библиотек Удмуртской Республики. На портале Национальной библиотеки Удмуртской Республики размещается информация о деятельности ПЦПИ и ЦОД Республики, создаются и поддерживаются странички центров на сайтах библиотек и администраций муниципальных образований, размещается информация в социальных сетях интернета, выпускается рекламная продукция, создаются электронные презентации. Одним из направлений деятельности ПЦПИ Республики это работа в рамках проекта создания центров общественного доступа к информационным ресурсам исполнительных органов государственной власти Удмуртской Республики на базе общедоступных библиотек. На данный момент работа центров ЦОД осуществляется в рамках деятельности всех ПЦПИ Республики и 55 сельских библиотек. Также запросы пользователей по тематике ЦОД выполняют все библиотеки республики, имеющие доступ к сети интернет. Динамику деятельности ЦОД республики можно представить в виде таблицы показателей за последние годы. Видно, что показатели стабильные и даже растут. Если рассматривать виды услуг, оказываемые ЦОДом, то наибольшая цифра все-таки это предоставление доступа к информации о государственных услугах в электронном виде. Хочу обратить ваше внимание еще на один интернет-проект. Приглашаю вступить в профессиональную группу коллег Центр правовой информации НБУР. Здесь будет интересно всем, кто работает в центрах правовой информации, городских и районных библиотек, всех, кто занимается правовым просвещением и продвижением государственных услуг в электронном виде. На странице сообщества можно общаться, можно делиться опытом и новостями, можно также обсуждать и вместе решать вопросы, которые возникают у нас с вами в повседневной работе. Итак, мы поговорили о работе центров правовой информации, направлениях деятельности и провели небольшой анализ деятельности центров республики. Хочу сказать, что одной из возможностей повышения правовой культуры граждан – это предоставление правовой информации на официальном интернет-портале опубликования нормативно-правовых актов. И сегодня я хотела бы поговорить о работе с официальным порталом опубликования нормативно-правовых актов, который размещен по адресу www.prav.gov.ru. В 2011 году портал был зарегистрирован в качестве средства массовой информации в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Этот портал является одним единственным в России официальным источником опубликования нормативно-правовых актов в электронном виде. Официальный портал правовой информации обеспечивает свободный, бесплатный, круглосуточный доступ к правовым актам в разделах законодательства России и опубликования.
размещение правовых актов в целях придания им юридической силы и информирования общественности о новых поступлениях законодательства Российской Федерации. На портале размещаются федеральные конституционные законы, федеральные законы, акты палат Федерального собрания, указы и распоряжения президента. Также могут быть размещены и иные акты палат Федерального собрания, правовые акты правительства Российской Федерации, других органов государственной власти, законы и иные правовые акты субъектов Российской Федерации и муниципальные правовые акты. На главной странице официального интернет-портала правовой информации размещена полнотекстовая база данных законодательства России, которая нас с вами как раз и интересует. База данных законодательства России включает 3 информационных банка. Первый из них – информационно-поисковая система законодательства России, вторая – свод законов Российской империи и третье – периодические издания. При работе с информационно-поисковой системой законодательства России можно воспользоваться 2 видами поиска. Это расширенный поиск, то есть по нашей с вами терминологии, это поиск по реквизитам, и интеллектуальный поиск. Мы называем это контекстный поиск, то есть свободный поиск. Заполнив известные нам реквизиты документа, либо проведя интеллектуальный поиск, мы получаем список документов, который выстроен по релевантности. Получив документ, мы имеем возможность ознакомиться с текстом документа, получить сведения о документе, то есть источник опубликования и статус, да, действующий или не действующий это документ, ну и другие библиографические справочные сведения. Можем сохранить документ в удобном формате, либо в текстовом, либо в RTF, либо в Word. Можем сохранить текст документа полностью, можем сохранить выделенный фрагмент, то есть достаточно удобна работа с текстом в этой базе данных. Также имеем возможность ознакомиться с нормативно-правовыми актами на портале, опубликованными не только федеральными, но и региональными, в частности, документами Удмуртской республики. Для этого необходимо подключить банк данных Удмуртская республика. Как его подключить? Вот здесь вот подключение банков правовых актов мы должны щелкнуть и выбрать в списке предложенных регионов Удмуртскую республику. Интеллектуальный поиск более подходит для выполнения тематических запросов пользователей. То есть в поисковую строку интеллектуального поиска мы вводим известные нам сведения о документе. Точные они, неточные они, но тем не менее компьютер построит также список, как и при расширенном поиске, построит список по релевантности. И уже из списка можно выбрать то, что нам подходит. Банк данных свод законов Российской империи будет интересен студентам, преподавателям, научным работникам, поскольку это репринтное издание свода законов Российской империи, 16-томное. Поиск по этому банку данных ведется при помощи обращения к содержанию, и текст выглядит следующим образом, то есть соблюдаются все яти, вся пунктуация, все как есть в печатном издании. Банк данных периодические издания является электронным аналогом 7 печатных официальных периодических изданий. Сейчас издания эти практически прекращены, их не выпускают, функции публикации возложены на портал правовой информации. Однако можно найти здесь архивный вариант печатных копий. Электронное издание
полностью сохраняют структуру печатного издания. То есть можно провести поиск, обратившись к году, к номеру и к содержанию издания. В разделе «Опубликование» предоставляется доступ как к федеральным, так и региональным документам. Раздел этот находится также на главной странице портала. Как найти опубликованные нормативно-правовые акты органов государственной власти? На первой странице этого раздела нужно обратиться к значку, к ярлычку «Органы государственной власти субъектов Российской Федерации». Здесь нужно задать запрос на поиск нормативно-правовых актов государственной власти Удмуртской Республики. Каким образом это делается? Можно два варианта использовать. Можно выбор региона сделать на карте, как вот здесь показано, Удмуртскую республику выбрать, либо выбрать из списка предложенных регионов. Поисковые возможности раздела «Опубликование». Здесь можно подобрать документы за период времени, предлагается за сегодняшний день, за неделю, за месяц. Можно воспользоваться поиском, можно обратиться к календарю опубликований, то есть в какой день какие документы были опубликованы. Возможен как поиск федерального, так и регионального законодательства. Каким образом ведется поиск? Вот рассматриваем либо заполнить карточку реквизитов, которые известны о документе, либо выбрать дату опубликования, когда она была опубликована, если это известно. Нормативно-правовой акт на официальном интернет-портале правовой информации публикуется в течение 10 дней. Он представляется в виде сканированной копии документа с подписью, с печатью и имеет официальный статус. Еще один раздел есть на официальном портале правовой информации. Называется он «Перечень новых поступлений законодательства Российской Федерации». Носит этот раздел справочный характер. Перечень этот выпускается по номерам и формируется за последние 5 дней. Таким образом, можно отследить, какие нормативно-правовые акты были изданы за какой-то вот определенный период. Хочу обратить внимание, что на портале присутствует возможности обратной связи. Здесь представлены контактная информация, то есть телефоны, по которым можно обратиться по вопросам официального опубликования, по вопросам эксплуатации информационно-поисковой системы законодательства России, дан адрес электронной почты для писем по вопросам доступа к правовым актам в разделах законодательства России и официальное опубликование правовых актов и по вопросам функционирования портала. Также здесь размещены варианты официального баннера, который можно легко разместить на страницах своих сайтах библиотек, сайтах личных, если это удобно для пользования своего личного и для пользования наших посетителей. Итак, хотелось бы особо обратить внимание на то, что нормативно-правовые акты, размещенные в справочно-поисковой системе законодательства России, имеют актуальную редакцию, поскольку обновление базы производится ежедневно, а доступность правовых актов на официальном интернет-портале правовой информации обеспечивается круглосуточно и на безвозмездной основе. Вот тут представлена контактная информация наша, то есть представитель, который обеспечивает информационную поддержку центров правовой информации нашей республики, Баранов Сергей Александрович, его контакты, и руководитель РПЦПИ нашей республики Буркова Елена Владимировна. Благодарим вас за внимание.